Добрый день, дорогие телезрители! А с вами, как всегда, Лада Матвеева и, конечно же, передача «Достояние». Как вы думаете, с кем пройдет наше сегодняшнее интервью? Сегодня я проведу беседу с директором Канашской студии телевидения, а именно с Владимиром Александровичем Тимофеевым. Ну что, пойдемте? Ежегодно 1 декабря канашское телевидение отмечает свой день рождения. Более десятка тематических передач, еженедельные новости, правовая информация – это лишь небольшой перечень выпускаемых программ в эфире канашского телевидения. В преддверии праздничной даты мы беседуем с руководителем телевидения Владимиром Александровичем Тимофеевым. Владимир Александрович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что изменилось за 27 лет? Может быть, поменялся формат, картинка, звук? Здравствуйте. Отвечая на ваш вопрос, хотелось бы отметить, что за эти 27 лет абсолютно все изменилось. Выросло целое поколение. Если взять с того момента, когда первая передача вышла в эфир, 27 лет тому назад, это было в вагоноремонтном заводе как участок, цех по-другому. С того момента и формат, и звук, и все те сюжеты, которые были, совершенно стали другими. Единственное неизменным стали это канашское телевидение и наши жители, наши телезрители, вернее. Они как были тогда 27 лет тому назад и сейчас остались. А все остальное, абсолютно все поменялось. И я рад тому, что наши телезрители до сих пор звонят, интересуются, ждут нашей передачи. И мы всегда готовы работать во благо наших телезрителей. А сколько сетевых партнеров было за эти годы? Сетевых партнеров не так много было за эти годы. Более 20 лет мы работали каналом РЕН-ТВ. Самые большие теплые воспоминания за эти годы происходили. Мы много ездили по поводу обмена опытом и по России, и выезжали с данным телеканалом и за границу. Много у них хорошего, полезного переняли. Но в связи с тем, что жизнь не стоит на месте, нам пришлось определенное время поменять и сетевых партнеров. Такими были у нас СТС, ТНТ, 8 канал, а сейчас стал нашим сетевым партнером 360 канал. А почему именно 360 стал нашим партнером? Ведь есть же множество других телеканалов. Многие федеральные каналы изменили свои условия вещания и выставляли определенные требования. Соответственно, в эти требования региональные партнеры не могли вписаться. Нам пришлось искать сетевых партнеров, которые соответствовали нашему региональному формату, и мы были обязаны предоставить нашим телезрителям удобное для нас время просмотра наших передач и по приемлемым ценам. В связи с чем нам пришлось подбирать много телеканалов, вести много переговоров с разными телеканалами по поводу сетевых партнеров. Здесь работа была очень длительная, кропотливая. Сетевые партнеры, будущие сетевые партнеры присматривались к нашему региону, мы присматривались к тем телеканалам, которые вещают, и выбрали 360, где нам приемлемо для выхода в эфир. Это четверг, пятница мы с 12:30 до
часу выходим, суббота, воскресенье уже с 12 до часу. Это как раз приемлемо для просмотра в дневное время. А в вечернее время мы выходим с 20 до 21. Как раз наши телезрители пришли с работы, поужинали, расслабились и могут сидеть, смотреть около телевизора и просматривать наши телепередачи. Это одно из условий. Второе, по поводу финансового состояния, тоже это немаловажное значение. И еще хочется подметить, что канал 360 – это информационный, и канадское телевидение информационные передачи делает. Мало всего, есть развлекательные передачи, но и направлено для регионов. Поэтому мы выбрали телеканал 360. Я надеюсь, мы сделали правильный выбор, и наши телезрители будут довольны нашим выбором. Всем известно, что телевидение развивается за счет рекламы. А что сегодня канадское телевидение предлагает своим потенциальным клиентам? Без рекламы, по сути дела, телевидение не может существовать. Но в то же время всем рекламодателям тоже очень тяжело по тем расценкам работать, которые у нас были. В связи с этим мы снизили наши расценки, предложили разные виды услуг, увеличили количество выпускаемых время. И надеюсь, и для рекламодателей это приемлемо, и для нас. Телеканал находится на самофинансировании. Здесь нас никто не финансирует. За счет собственных трудов, собственного вклада в развитие телевидения оно существует. Если бы не было наших рекламодателей, возможно, и телевидение не смогло бы просуществовать в течение 27 лет. Но благодаря тому, что мы работаем с нашими и рекламодателями, с объектами хозяйствующими, это и бюджетные организации, муниципальные, разные, не только в городе Канаш, в республике и за пределы республики. Есть и рекламодатели на уровне Российской Федерации, и мы существуем. Продолжая разговор о рекламе и программах, позвольте спросить, в каких городах нас смотрят еще? Я хотел бы сообщить, что на сегодняшний день нас смотрят в 3 муниципальных образованиях. Это в городе Канаш, это в поселке Бурнары и в городе Волжск Марийской Республики. За все время существования телевидения мы развили единую сеть вот эти муниципальные образования. Поэтому все эти передачи, которые делаем, рекламы, они там смотрят. Владимир Александрович, в этом году вы получили высшую награду в сфере связи. Вы стали мастером связи Российской Федерации. Не это ли является лучшим подарком ко дню рождения телевидения? Безусловно, для меня это главная награда. На уровне правительства Российской Федерации подметили мой вклад в развитие в области связи. И этот вклад не только я один, а весь коллектив, которым я руководил, заработал. Это общая награда и для меня, и для всего коллектива. А как вы считаете, какими качествами должен обладать руководитель? Вопрос, конечно, очень объемный. Но я постараюсь ответить вкратце на данный вопрос. Если так, одним коротким словом, то всегда быть на передовой. Если более шире, то с 2007 года, как я нахожусь у руля канадского телевидения, я для себя сделал вывод, что я всегда должен быть на работе, всегда обладать информацией, не только обладать информацией, общаться с разными структурами и уровня городского, и хозяйствующими субъектами, и республики, и за предела. Обладать полностью информацией. И из всего делать вывод, что
выпускать, что не выпускать в эфир. Одним словом, это очень тяжелый труд, чтобы довести информацию до зрителей объективно, правдиво, чтобы наши зрители всегда ждали от нас ту или иную информацию, чтобы мы не потеряли своих телезрителей, чтобы они внимательно к нашей организации относились. Очень тяжелый, кропотливый труд. Ко всему я хочу сказать, что у нас диалог с нашими телезрителями существует. Это не только здесь, в городе Канаш, но и в других населенных пунктах, которые я упомянул. Мне, с одной стороны, приятно вступить в этот диалог, и с другой стороны, я вижу, что жители неравнодушны на происходящие события в городе, поселке или где-то в районе. Так как и в Канашский район выезжаем, и там встречаемся, это очень такой тяжелый труд. Владимир Александрович, спасибо вам за беседу. Поздравляю вас и коллектив с Днем Канашского телевидения. Пусть все задуманные планы осуществляются, а задачи ставятся самые смелые. Спасибо и вам. В свою очередь хочется телезрителям обратиться за столь длительное сотрудничество, пожелать крепкого здоровья всем нынешним сотрудникам, бывшим работникам, которые стояли у истоков, пожелать также крепкого здоровья, долголетия и семейного счастья. С праздником! Друзья, на этом наша передача подошла к концу. Я считаю, что встреча с Владимиром Александровичем принесла большое удовольствие не только мне, но и вам, дорогие телезрители. Смотрите нас, будьте с нами. До новых встреч!